Вы все информированы, что вчера произошло возгорание в подвале НИХ-100, научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов. Значит, на момент происшествия в НИХ-100 находилось всего 104 человека. Из них 50 пациентов, включая 19 детей, 32 ухаживающих за ними, родственников, родителей, и 22 сотрудника. Это произошло в 9:30, поэтому врачей было 5 человек, дежурных медсестер 8, и там охранник и технический персонал. Значит, все пациенты были эвакуированы силами МЧС. Возгорание произошло на подвальном этаже. Сейчас там проводятся соответствующие мероприятия органами по определению причин. Но по предварительным данным, был взрыв, по-моему, аккумулятора UPS, одного из оборудований, достаточно мощный. Входная конструкция двери выгнута наружу, можно представить, какой был мощности взрыв. И пошло задымление. Охранник сразу побежал, после этого, когда услышал этот взрыв, спустился в подвал, увидел, что идет дым, побежал наверх предупредить врачей, персонал. Все стали быстро эвакуировать персонал, открывать окна. Дым пошел с верхнего этажа. С 5-го этажа, где находится операционный блок. Потом дым стал распространяться на 4-й этаж, где находится реанимационный блок. И когда все пациенты были эвакуированы, эвакуация тоже происходила из боковых, с торцевых выходов. Через соединяющий два института коридор стеклянный, через этот коридор была эвакуация. Эвакуация произошла, и всех пациентов переместили сначала в реанимационное отделение соседнего здания Института кардиологии на 1-м этаже. Значит, там произошла сортировка пациентов на тяжелых, на стабильных и на ходячих. Там были пациенты, которые ожидали операцию. То есть многие из них, кто ожидали, некоторые были отправлены домой, некоторые с скорой помощью в другие больницы. Тяжелые пациенты, их было на тот момент 9 человек. Из них 5 детей, 4 взрослых, потом одного взрослого перевели в другое отделение, ему стало лучше. Эти тяжелые пациенты, они послеоперационные. В тот день, 2 дня назад закончена была операция, они были в реанимационном отделении НИХ-100. Их оставили в реанимации кардиологии. И до сих пор там они содержатся. Им оказываются все мероприятия необходимые. Вот, и, к сожалению, 2 пациентов мы потеряли вчера вечером. Они были тоже тяжелые. Это 1 год 7 месяцев пациент и 16-летний пациент. Они были послеоперационно тяжелые, лежали в реанимации в это время. Вот их, к сожалению, спасти не удалось. Вот. Ну, на сегодняшнее утро состояние детей, вчера на вечер еще 2 ребенка были в очень тяжелом состоянии, их состояние ухудшалось, но сегодня утром мы в первую очередь туда поехали, посмотрели, их состояние удалось стабилизировать. Давление, все нормально, они сейчас тоже на искусственной вентиляции легких, но удалось стабилизировать, у нас прогнозы хорошие, что мы надеемся, больше потерь у нас не будет. Вот. Те эвакуированные пациенты, дети, сначала мы в близлежащий институт охраны материнства и детства разместили детей вместе с их родителями. Условия там хорошие, сегодня мы их тоже посетили, они довольны, они в условиях хороших, медикаменты всем обеспечены.